На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. В республике проходит торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы в Отечественной войне. В медиацентре МИДа Абхазии состоялась совместная пресс-конференция, участники которой обсудили попытки нагнетения обстановки некоторыми оппозиционерами. Выставка картин молодых и перспективных художников открылся в Абхазском государственном университете ПЛНР организации Евразийского художественного союза. Мы продолжаем рассказывать о событиях 30-летней давности, о победной наступательной операции абхазской армии 1993 года. 22 сентября подразделения Восточного фронта расширили контролируемый участок трассы до села Новый Кындык. В зоне обстрела, в том числе и посредством автоматического оружия, оказалась также воздушная трасса посадки самолетов Бабушарского аэродрома, через которую осуществлялась переброска живой силы из Грузии. В это же время бойцы Западного фронта освободили здания ДОСААФ, морга, республиканской больницы и нейрохирургической больницы. Подразделения Абхазской армии со стороны Чадарской железнодорожной платформы начали наступление в направлении нового района через массив Гумиста. Атакующие дошли до высотных домов, но понесли большие потери. И ночью вынуждены были вернуться на старые позиции по правой стороне железной дороги. До Дня Победы оставалось 8 дней. В Москве состоялся совместный торжественный прием посольств Абхазии и Южной Осетии, посвященный 15-летию со дня признания независимости республик Российской Федерации и празднованием Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Подробности в материале нашего корреспондента в Москве Ноны Кокускир. Празднование в Москве главных государственных праздников Абхазии и Южной Осетии, 15-летие со дня признания независимости Российской Федерации и 30-летие Дня Победы в Отечественной войне было решено провести совместно не случайно. Трагические, а теперь уже судьбоносные события навсегда скрепили два народа. И абхазам, и осетинам с разницей в 3 года пришлось с оружием в руках защищать свое право на жизнь. Но и после отражения грузинской агрессии долгие годы терпеть экономическую и политическую блокаду. Новой вехой в истории республик стало признание независимости обоих государств Российской Федерации 15 лет назад. Торжественный прием в честь значимых юбилейных дат посетили руководители внешнеполитического ведомства России и посольств других государств в Москве. Прием начался с гимнов Республик Абхазии, Южной Осетии и Российской Федерации. Минутой молчания почтили память тех, кто погиб за освобождение республик. С приветственным словом выступил чрезвычайный полномочный посол Абхазии в России Алхаз Квициния. Главный государственный праздник Республики Абхазия, День Победы и Независимости, сочетает в себе и радость, и печаль. Ведь в этот день мы не только празднуем победу абхазского народа в кровопролитной грузино-абхазской войне, празднуем торжество справедливости, день завоевания истинной свободы абхазского государства. К гостям обратился чрезвычайный полномочный посол Южной Осетии в России Знавур Гассиев. Признание Российской Федерации государственного суверенитета и независимости наших государств явилось осуществлением мечты многих поколений наших народов. Впервые за долгое время мы почувствовали себя в безопасности, что позволяет в полной мере реализовывать наш потенциал в сфере самой тесной интеграции между нашими странами. Сегодняшний торжественный прием является собой подтверждение того, что у наших народов есть все возможности для дальнейшего укрепления социально-экономического, политического и культурного взаимодействия. С поздравительной речью выступил зампредседателя Государственной Думы России Петр Толстой. Уверен, что вместе с Россией и Абхазия, и Южная Осетия сумеют построить счастливое будущее для своих детей, для будущих поколений. Это важная задача, которую мы вместе будем стараться реализовывать. Желаю всем счастья, радости и строительства такой жизни, которой достойны будущие поколения
наших стран. Совместно, плечо к плечу, воюя за независимость, сегодня мы видим поддержку наших абхазских и юго-осетинских братьев в той тяжелой борьбе, которую сегодня ведет Россия на территории бывшей Украины. И я уверен, что и в этой борьбе победа будет за нами. К собравшимся обратился с поздравительной речью заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Перед нашими странами стоит еще целый ряд важных задач в сфере развития наших двусторонних отношений. И, конечно же, мы и далее продолжим плечом к плечу укреплять стабильность на Южном Кавказе, добиваться широкого международного признания Абхазии и Южной Осетии, углублять взаимодействие во всех сферах в интересах процветания наших народов. Среди гостей был человек, который снискал звание большого друга Абхазии. Депутат Государственной Думы Константин Затулин. Он поздравил народы Абхазии и Южной Осетии со знаменательными датами. Оба этих государства мной лично были признаны сразу, а Россия чуть позже, потому что Россия большая страна, в ней много людей, много мнений, разные политические сезоны. В одном я могу сказать точно: русский народ трудно упрекнуть. Русский народ был на стороне Абхазии, русский народ был на стороне Осетии и остается. Мы прошли испытания, и вы прошли испытания водой и огнем, и проходим сейчас в отношениях самое, как известно, сложное испытание медными трубами. В рамках торжественного приема состоялся вернисаж известных абхазских и юго-осетинских художников, а с концертными номерами выступили деятели искусств. Нона Кукускир для абхазского телевидения из Москвы. В преддверии празднования Дня Победы в городе-герое Гудаута состоялось торжественное открытие мемориальной доски Героя Абхазии, общественно-политического деятеля Владимира Начач. Почтить память героя пришли его боевые друзья и сослуживцы. Депутаты парламента, с которым Владимир Начач проработал в Народном собрании 2 созыва. Владимир Еминович – это тот человек, если я что-то в милиции и мне подобные моего возраста люди, которые пришли в милицию работать, если мы что-то научились, что-то мы достигли, это благодаря Владимиру Еминовичу. Пусть не обидится никто, как юрист Владимир Еминович я бы сегодня поставил на самом высшем уровне. Почему? Потому что он, руководя следственным отделом, я, когда пришел в милицию, он был начальником следственного отделения здесь, Гудаутского РОВД. Он любое уголовное дело, которое расследователи, следователи его подчинения, вот так открывал, просто вот так листая, мог выявить, где слабые места, где нужно доработать, где нужно передопросить и так далее и тому подобное. Во время войны Владимир Еминович, я, Роман Чачкович Мушба, мы в один день, 15 августа, мы в один день приехали на Красный мост. Вот с того дня первое время находились на Верхнем Гумесинском мосту, но потом наши пути разошлись в какие-то стороны. Он находился там, командуя вот этой группой Самостянского края, ну, в основном гудаутскими ребятами. И с мартовского наступления он перешел уже в другое ведомство, и он был назначен военным прокурором. Я с этой штурмовой группой вот Замостянского края, я уже в мартовском наступлении принял участие. После этого Владимир Еминович в других наступательных операциях принимал участие в наступательной операции, потом, возвращаясь, опять выполнял свои прямые обязанности. Это неоспоримый авторитет был.
У войны не женское лицо, но 30 лет назад многие молодые женщины Абхазии, взяв оружие в руки, встали на защиту Родины. Вместе с бойцами абхазской армии они шли в бой, спасали раненых, были рядом в трудные минуты. В Общественной палате состоялся торжественный прием женщин-ветеранов войны и матерей погибших защитников Отечества. Репортаж Гугу Цевардания. Их не обязывали взять оружие и идти на линию фронта, но звала Родина, которая была в смертельной опасности. Тогда, 30 лет назад, они еще совсем юные девушки на хрупких плечах выносили раненых после очередной наступательной операции. Вместе шли в бой. Анна Бичевая была единственной медсестрой в районе села Верхние Тары. Эту местность сильно бомбили. Ветеран вспоминает, как война заставила повзрослеть в один миг. Она хочет забриться, сейчас я рисуша, ай бешра хмару, ай бешра ханапка, сейчас спартак, ладно что мы сделаем, она хочет, ай бешра свет, уже хап по-настоящему мы воюем, говорит, я чересали сидит. Лале Исьяне было всего 15 лет, когда она ушла на фронт. Девушка спасла не одну жизнь защитников Родины и находилась в опасных точках. Сегодня на торжественном приеме в честь 30-й годовщины Победы, организованном Общественной палатой, она исполняет песню о войне, написанную на собственные стихи. И ничто не забыто, и никто не забыт. Ты слышишь, солдат, готовый шагать. В зале военные медсестры, те, кто спасал и смело шел в бой, а также матери, воспитавшие героев. В их сердцах незаживающая рана открыла встречу с женщинами-ветеранами секретарь Общественной палаты, мать героя Абхазии Арзамет Атарба Гули Кичба. А конфедерация Ахазеяков Радхар Зигрейха Айбашля Чохачу Явадилась Хорошо Хайбашля Фархаша Рухраку Зерьез Хорошо Ргуха Соз Хорошо Панчаш Егана Ур Апсра Ячешчезерц Абатку Зигизил Шас Хорошо. Гули Кичба подчеркнула, что в Общественной палате 14 ветеранов войны. 3 из них – герои Абхазии, 4 награждены орденом Леона. Также есть награжденные медалью за отвагу. Руководитель администрации президента Абисалом Кварчия зачитал поздравления главы государства. Доблестно сражаясь за свободу и независимость Абсны, женщины, демонстрируя мужество и стойкость, воевали плечом к плечу с мужчинами. Женщины трудились в тылу, обеспечивая поддержку и помощь фронту, работали в госпиталях, оказывали медицинскую помощь, ухаживали за ранеными, шили военное обмундирование и многое другое. Особо хочется отметить роль матери, вырастившей героев. Именно вы, матери, внесли огромный вклад в формирование моральных ценностей и патриотического духа своих детей. Вы воспитали будущих защитников своей Родины, передавая им любовь к свободе и готовность защищать свою землю. Спасибо всем женщинам, которые сделали и продолжают делать нашу страну сильной. Они давно не виделись и рады встрече. Делятся воспоминаниями о том, как уходили на фронт, как думали, вернуться ли домой, и о том, как не сомневались, что будут отстаивать свое право жить на собственной земле. Люди, которые приблизили эту победу, люди, которые воодушевляли наших мужчин, люди, которых не призывали на войну. В отличие от всех остальных войн, наша война отличалась тем, что Владислав Григорьевич призвал всех на защиту Родины, но он женщин не призывал. Он говорил, что не надо этого делать. Это люди, которые продолжают нашу жизнь. Мы ценим каждую жизнь, каждую женщину, и рисковать ими не было у нас
такой нужды. Каждая из них не знала, что в один миг ей, хрупкой девушке, придется стать воином или видеть, как умирают боевые товарищи. Герой Абхазии Камала Сурия вспоминает, как пыталась спасти солдата из Ткварчала, единственного сына. Da startse a khabasilke de paza tuzaya. Sonuç nışlas rahbitanas nabikan. Si farha hayu shi besqalu. Ямти психоти варчала. Директор Государственного музея боевой славы имени Ардзенба, герой Абхазии Мзиябея, также поздравила женщин с 30-й годовщиной Победы. Ветеран войны Циала Гадлия передала в музей боевой славы православный молитвослов, на форзате которого она написала стихотворение перед наступлением в селе Дюбжа в 1993 году. Она молилась о мире, о том, чтобы каждый солдат вернулся домой. На торжественном приеме был отмечен бесценный вклад журналистов в победу. Они доносили информацию, как и солдаты шли на позиции и делали кадры, которые вошли в историю. Встреча сопровождалась песнями и зажигательными танцами. Война – самая большая трагедия для народа. День Победы – это день памяти о войне, о тех, кто ушел защищать Родину. Однажды одна московская журналистка, прошу, я так волнуюсь, на большом мероприятии встала и сказала такую фразу, которая вот очень меня до глубины души задела. Она посмотрела на наших мужчин, наших героев, которыми мы, каждый из нас, гордимся, и сказала такую фразу: «Страну, где такие женщины, невозможно победить. Страну, где женщина стоит рядом со своим мужчиной, невозможно победить. И Абхазию никогда никто не победит». У войны не женское лицо, но они наравне с воинами-мужчинами отстояли свое право на жизнь на собственной земле. Гугут Савардания, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. В Министерстве здравоохранения прошла церемония награждения медиков-ветеранов, приуроченная к 30-летию празднования Дня Победы в Отечественной войне. Ведомственными медалями министр Эдуард Будба наградил руководителей госпиталей, медсанбата и добровольцев. Подробности в репортаже пресс-службы Минздрава. Церемонию награждения ведомственными медалями, прошедшую в Министерстве здравоохранения Абхазии, медики-ветераны Отечественной войны сразу окрестили теплой встречей старых друзей. Именно эти люди 31 год назад, не имея лекарственных препаратов, оборудования, а порой и элементарных перевязочных материалов, встали плечом к плечу с нашими солдатами и стояли до победного конца на страже жизни и здоровья абхазских бойцов. Бессонные ночи, тяжелые и бесконечные операционные будни, страшные январь и март 93 года навсегда остались в сердцах бесстрашных медиков нашей Родины. Они выстояли и гордо пронесли звание работника медицины через всю свою жизнь. В преддверии Дня Победы и независимости министр здравоохранения Эдуард Будба наградил ведомственными медалями за заслуги в военной медицине медиков, участников Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Уважаемые ветераны, старшие наши люди, которые принимали прямое участие в Отечественной войне народа Абхазии, которые стояли на передовой, которые самые сложные пути становления медицины и войны, и самые сложные моменты оказывали помощь нашим бойцам, нашим раненым. Уважаемые наши ветераны, хочу от лица Министерства здравоохранения, от себя лично поздравить вас с наступающим праздником, 30-летием Победы в Отечественной войне народа Абхазии, пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, не болейте, чтобы все у вас было так, как вы захотите. Отар Осия, Саид Лакоба, Валерий Авицба, Зураб Миквабия, Гурам Шоуах, Виктория Хашик, Лев Ашба, Анзор Гов, Ирина Ашуба, Игорь Цышба, Мирон Пабба, Аполлон Гургулия. Всем этим героям 22 сентября министр Будба вручил медали лично. Спасибо большое. Будем служить Абхазии.
Список награжденных в разы больше. В преддверии праздничных дней собрать всех – задача не из простых. По поручению министра медали будут переданы всем медикам, которых представили к награде. Отаросия, в пору Отечественной войны бывший министром здравоохранения, поблагодарил главу Минздрава за память и теплый прием. Мы все на сегодняшний день, вот через 30 лет после окончания войны, дошли до такого уровня, что мы друг друга называем братьями. Дай Бог всем вам хорошего, дай Бог всем вам счастья, радости. Сегодня Министерство здравоохранения Республики Абхазия приняло такое решение, чтобы всех нас здесь собрать и поздравить с Днем Победы, с 30-летием Победы и вручить нам вот такие высокие награды. Спасибо большое за такое мероприятие. В ближайшее время, наверное, лет 20 нас так вот на таком уровне никто не собирал, никто не встречал. Я еще раз хочу от себя и от всех наших вот здесь присутствующих сказать большое спасибо. Ветераны войны вспоминали военные дни, делились воспоминаниями. Вспомнили тех, кто, будучи студентами, срывались с учебы в заграничных вузах и приезжали в военные госпитали, чтобы отдать долг родине. Среди них и нынешний министр здравоохранения Эдуард Будба, которого ветераны коллективным решением наградили юбилейной медалью Победы. По поручению вот этого коллектива наших ветеранов мне поручена миссия ведомственной медалью. Поздравляю вас. Хотел бы передать слова благодарности тем людям, которых сегодня рядом с нами нету. По каким-то семейным обстоятельствам они не находятся. Кто-то находится за пределами Республики Абхазия. Всех искренне поздравляю с предстоящим праздником Победы, 30-летним юбилеем нашей победы Отечественной войны народа Абхазии. Еще хотел бы сказать, что не только центральному аппарату предоставляются внутриведомственные награды, мы потом передадим в районы и в западную часть, и в восточную часть. Среди награжденных есть и те ветераны, которым награды присвоены посмертно. Это Георгий Айба, Владимир Гунба, Валентина Чачба, Лев Мильман, Зураб Ачба, Шота Зухба. Ветераны-медики выразили благодарность за награды, отметив, что таким составом их не собирали более 20 лет. 30 лет – это 30 лет, и я очень хочу, чтобы через 30 лет, вот так же, не изменившись, мы вместе собрались. Я вам скажу, первый раз нас вот так вспомнили. Спасибо огромное. Да, первый раз. Во время войны в Абхазии для спасения бойцов вооруженных сил республики были открыты военные госпитали в Гудауте, головное учреждение, а также в Новом Афоне, в Ткуарчале, Гагре, Джгярде, резервные госпитали в Дурипше, Анухве и Члоу. Было сформировано множество медицинских служб и бригад, среди которых служба этапов эвакуации и снабжения, был даже организован передвижной госпиталь и конно-спасательная бригада. Руководитель Национальной библиотеки имени Папаскир Борис Чоларя награжден орденом Ахзапша 3-й степени. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжаня. Высокой награды Борис Чоларя удостоен за вклад в становление и развитие библиотечного дела. Следующим указом президента за многолетний труд, вклад в природоохранное дело, сохранение лесного фонда, Рицинского реликтового национального парка, пропаганду экологического воспитания населения Абхазии, директору парка Адамуру Багателе присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод Республики Абхазия». Министр туризма Теймураз Хишба проинформировал премьер-министра Александра Ангваб об итогах рабочей поездки в Казахстан, в ходе которой он принял участие в работе первого международного туристического форума и международного конгресса туроператоров. Одной из основных задач, по словам министра, является налаживание многостороннего взаимовыгодного партнерства и обмен опытом.
Александр Ангваб подчеркнул важность установления прочных взаимосвязей в сфере туристического бизнеса не только с точки зрения экономических приоритетов, но прежде всего с учетом важности популяризации культурного наследия Абхазии. В медиацентре МИД Абхазии состоялась совместная пресс-конференция министра иностранных дел Инала Ардзинба, секретаря Совета безопасности Сергея Шамба, председателя политической партии Амцахара, героя Абхазии Лёсика Цугба, главы Абхазской православной церкви Иерея Виссариона, кандидата экономических наук, ведущего научного сотрудника Института экономики и права Академии наук Абхазии Фриды Ласба. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в некоторых ресурсах в интернете после его встреч с общественностью и активами районов обсуждаются вырванные из контекста и неверным образом интерпретированные отдельные фразы. Особое внимание уделено вопросам апартаментов. Инал Ардзинба проинформировал, что тема апартаментов не входила в повестку поездок. И никаких оценочных суждений по этому законопроекту не было высказано. В центре обсуждения на этих встречах были внешняя политика и безопасность. Цель поездок заключалась исключительно в информировании наших районных активов о напряженной ситуации вокруг нашей страны в Закавказье. Недавние события в Нагорном Карабахе лишний раз это подтвердили. При разработке нашей внешнеполитической стратегии мы не можем не учитывать эти серьезнейшие факторы. Открытый и честный диалог с нашими гражданами, обмен мнениями просто необходим в такой ситуации. Вчера мы встречались с представителями интеллигенции. Они также объективно оценивают геополитическую ситуацию, подчеркивают тревожность текущего момента и необходимость консолидации сил. Вместе с тем хочу сообщить, что на некоторых ресурсах в интернете обсуждаются вырванные из контекста, неверным образом интерпретированные фрагменты с наших встреч в районах. Хочу проинформировать, что тема апартаментов вообще не входила в повестку наших встреч, и никаких оценочных суждений по этому вопросу мною высказано не было. Расширенный репортаж с пресс-конференции смотрите в нашей сегодняшней программе. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с членами Президиума Союза интеллигенции, сообщает медиацентр МИД. На встрече обсуждались актуальные вопросы внешней политики Абхазии и безопасности в регионе Южного Кавказа. По итогам были намечены новые планы по активному взаимодействию между МИД Абхазии и Союзом интеллигенции. ТПП Абхазии и Чеченской Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание проходило в Грозном. В рамках бизнес-встречи, в которой принял участие председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. Наша задача – продолжить работу во благо укрепления сотрудничества. Отрадно наблюдать, как Чеченская Республика гостеприимно открывается для туристов и других гостей, подчеркнула президент ТПП Абхазии Тамила Мирцхулава после подписания. Тамила Мирцхулава приняла участие в очередном совместном заседании Ассоциации торгово-промышленных палат Южного и Северокавказского федеральных округов, проходивших в столице Чеченской Республики. На сегодняшний день подписано более 100 соглашений о взаимном сотрудничестве с региональными палатами России. За эти годы многое изменилось, и наша задача – продолжать работать во благо укрепления сотрудничества, подчеркнула президент ТПП Абхазии. Выставка картин молодых и перспективных художников открылся в Абхазском государственном университете ПЛНР организации Евразийского художественного союза. Здесь представлены разные коллекции, работы и стили мастеров кисти не только из России, но и со всего мира. Программа ПЛНР рассчитана на 10 дней, после чего состоится итоговая выставка, где назовут лучших художников и лучшие работы. Отдых, совмещенный с творчеством на Черноморском побережье солнечной Абхазии. Так анонсировал Евразийский художественный союз, организованный им в нашей стране ПЛНР. В программе мастер-классы от начинающих художников до состоявшихся профессионалов.
а также посещение достопримечательностей республики. Планируются творческие выезды в Сухум, Пицунду и Гагру. В рамках пленэра, который будет проходить 10 дней, состоятся 2 выставки. Первая открылась 22 сентября в Абхазском государственном университете. Лекцию мастер-класс провел заслуженный художник России Леонид Федорович. Евразийский художественный союз еще организация молодая, нам около 10 лет, но тем не менее очень активно, как говорится, пропагандирующее творчество как российских художников, так и художников со всего мира. Мы стараемся пропагандировать художников российских в других странах и наоборот, художников, приглашенных в Москву, в Россию, показываем и представляем их творчество для того, чтобы лучше найти мосты, объединяющие людей через культуру, через искусство. Это главная наша задача. На выставке представлены работы участников, которые они привезли с собой. Эти картины задают общий тон всему мероприятию. Каждый художник мог привезти и выставить 1-2 пейзажа, этюда, натюрморта или современную живопись. Все, что максимально отражает тему лета, солнца и отдыха. Мы постарались собрать коллекцию работ разных художников, от очень сильных профессионалов, заслуженных художников, до любителей, но те, которые сильные, талантливые люди. И показать разные стили, от классики, до современной живописи, до авангарда, до абстракции. Часть работы уже выставлена в гостинице «Рица», часть в Государственном университете Абхазии. Для того, чтобы люди могли оторваться на минутку от своих дел и погрузиться в мир искусства, приобщиться к красоте, почувствовать другой взгляд на окружающую действительность глазами художника. Работы не только московских художников. У нас Евразийский союз – это разные города России плюс Азия. Здесь есть работа китайского художника, в Рице казахских художников, поэтому приходите, смотрите, наслаждайтесь. В рамках пленэра будет организована фотосъемка каждой работы и проведено онлайн-голосование членов профессионального жюри. Принять участие в выборе самых удачных работ смогут все желающие. Также есть возможность приобрести понравившуюся работу. После завершения пленэра будет организована еще одна экспозиция, которая дополнит данную выставку этюдами, написанными в рамках творческих поездок. Тогда и будет подведен итог голосования и объявлены победители. Хибла Хварцке, Заур Кварджа, Абхазское телевидение. Институт экономики и права Академии наук Абхазии и Пермский финансово-экономический колледж подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно готовить высококвалифицированные кадры, востребованные на международном рынке труда в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями. В Сухуме стартовали 20-е международные соревнования по самбо на Кубок Победы. Турнир посвящен воинам-интернационалистам и 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. В нем примут участие более 300 спортсменов из Абхазии, Крыма, Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи и Луганской Народной Республики. Музыкальные новости. 23 сентября в Абхазской государственной филармонии состоится концерт заслуженной артистки Абхазии Кристины Эшба и гитариста Аркадия Резник. В программе под названием «Испанский чай» будут представлены испанские композиторы. Начало в 19 часов. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 23 и 24 сентября на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 17-22, днем плюс 23-28, температура морской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго.